смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Всех поздравляю с началом нового месяца. Сегодня на календаре 1 октября, четверг. И я предлагаю всем бодро начать этот новый день, и желательно с кофе, потому что сегодня Международный день кофе. В 2015 году Международная кофейная организация решила отдельно выделить праздник для всеми обожаемого напитка. Это событие с радостью было встречено миллионами поклонников, ведь кофе пьют по всему свету вне зависимости от климата. Но больше всего его любят в Бразилии, мировом лидере производителей кофе, где производится более 3 миллионов тонн в год. Уступает ей Вьетнам 1,8 миллионов тонн и Колумбия 900 тысяч тонн. А Россия потребляет всего 270 тысяч тонн в год. Россияне больше всего любят пить очень ароматный кофе сорта арабика, ну а самым дорогим сортом считается кофе лювак. Ведь для его приготовления плоды должны быть съедены и переварены пальмовой цветой, небольшим хищным зверьком из Азии. Вот такие вот дела. Графический дизайнер из Якутии, феоктист Алексеев официально устроился на работу в международную спортивную организацию UFC. Ранее его работы публиковали звезды UFC Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Феоктист Алексеев родился и вырос в Мирном, окончив школу, переехал в Якутск, получил специальность прикладная информатика. Параллельно изучал уроки фотошопа. Теперь он делает постеры к фильмам, обложки к музыкальным альбомам и фан-арты о UFC. А прямо сейчас давайте узнаем, какая погода нас ждет сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила 0 плюс 5 градусов тепла. Днем потеплеет до 6 градусов выше 0. В Заречье утром плюс 5 минус 1, днем до 11 градусов выше 0. В южных Улусах плюс 4-5 утром, днем плюс 3-8. В Вилюйской группе Улусов 2-3 градуса мороза в 6 часов утра, днем до 5 градусов тепла. В Нижнеленских Улусах утром минус 3 плюс 1, днем плюс 2-4. В западной группе Улусов минус 3 плюс 1 утром, днем потеплеет до 5 градусов выше 0. В Колыме-Ангигирской группе Улусов минус 2-4 в 6 утра, плюс 2-7 днем. В Янской группе Улусов 2-4 ниже 0 утром, днем до 3 градусов тепла. В северо-западной группе Улусов минус 2-5 в 6 утра, днем до 2 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 2 градуса тепла, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Днем ожидается плюс 4-6 градусов. Международный день пожилых людей – это праздник старшего поколения. Это дата, еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение. В них так нуждается поколение, так много сделавшее для нас. Александра Сергеевна Белых, заместитель директора Республиканского комплексного центра социального обслуживания, на связи с нашей студией в это утро. Доброе утро! Доброе утро. Доброе утро, Александра Сергеевна. Расскажите, пожалуйста, кто может считать этот день своим праздником? Во-первых, да, я поздравляю от имени нашего директора населения, да, считается возраст старше 70 лет. А вообще относить себя к пожилым, это, наверное, зависит от состояния души самого человека. Да? Некоторые, допустим, в 65 считают себя пожилыми, да, а некоторые в 70 себя относят к среднему возрасту. И в последнее время улучшается, да, качество жизни, продолжительность жизни повышается, поэтому отнесение себя тоже к пожилому в последнее время отодвигается даже вперед. Александра Сергеевна, что сегодня делается для того, чтобы облегчить жизнь этих людей, поддержать морально и материально наше старшее поколение? Наш центр, да, оказывает социальные услуги. Вот,
около 4000 им пользуется, и у нас 19 структурных подразделений. А в Якутске 5 отделений у нас, да, социальное обслуживание на дому. То есть это те отделения, которые смотрят за одинокими, одиноко проживающими пожилыми людьми. Мгм. Это социальные работники, которые приходят, да, домой к пожилым, Мгм. помогают в быту, покупать продукты, товары первой необходимости и с покупкой лекарств, да, беседуют с ними, чтобы им не было одиноко, оказывать психологические услуги. У нас Мгм. также есть отделение срочного социального обслуживания, которое выявляет таких граждан и оказывает срочные услуги. Мгм. А вот как вы и сами отметили, наши бабушки, дедушки сейчас с очень активной жизненной позицией, энергией и дадут фору многим молодым. А в сегодняшних условиях, когда 65 плюс нельзя собираться, нельзя выходить, как вы обеспечиваете досуг? Как-то работаете в этом направлении? Конечно, во время пандемии, да, мы Мгм. ввели новые методы работы Мгм. с нашими подопечными, да, чтобы они не чувствовали себя одинокими, да, в заточении. Научили многих пользоваться смартфонами, да, Мгм. ввели новую авторскую методику работы Марии Холодцовой «Краски жизни» называется. Это проект направлен на разнообразие именно досуга пожилых. Да, по Мгм. специально разработанной методике, используя артбоксы, в котором есть все материалы, Мгм. социальные работники наши проводили индивидуальные занятия с подопечными, там, чтобы выявить их творческий потенциал, да, чтобы им было интересно, не скучно. Да. Также мы с ними очень много стали работать онлайн. Мгм. Проводим тренинги, да, со психологом, различные конкурсы, да, фотоконкурсы, викторины. Есть у нас WhatsApp-рубрика «Мир общения и позитива». И поздравляем также онлайн-юбиляров. В Мгм. этом еще нам очень сильно помогает школа третьего возраста. Да? Мгм. Наши подопечные заходят к ним на занятия, которые проводятся. У них также есть проект «Телефон с нуля», где они учат скачивать, например, да, просто приложение, потом артистами, например, да, ну, какими-то с известными людьми. Мгм. А как это Также встретили вот такой шитье, вот новый подход, уход за новые телом. методы работы? Как встретили ваши подопечные, как отреагировали? Ну, очень много, да, людей у нас старшего поколения с активной жизненной позицией, поэтому встретили, да, хорошо, на ура. Очень много людей принимает участие у нас. Мгм. Ага. А сколько их у вас подопечных? По городу Якутску вы работаете, А, да, или по республике? у нас есть, да, 4 филиала района, Мгм. а по Якутску у нас более 700 таких пожилых. Мгм. Александра Сергеевна, давайте и ваши пожелания своим подопечным и всем нашим телезрителям в это утро, в этот праздничный день, в День пожилых людей. Сегодня у нас будет большое мероприятие, да, совместно со школой третьего возраста. Я, пользуясь моментом, хочу пригласить, да, наше старшее поколение. Это на Мгм. площадке Zoom будет принять участие. И еще раз поздравляю, да, наши старшие. Спасибо большое, Александра Сергеевна. Мы тоже желаем вам всего доброго, хорошего дня и удачной работы. И, Спасибо. дорогие телезрители, хочется присоединиться к словам нашей гости. И пусть осень нашей жизни будет теплой у всех. А мы продолжаем наш эфир. И прямо сейчас я вам предлагаю закрыть глаза и послушать. Вот просто сделайте это, закройте и послушайте, и потом поймете. Segretario, segretario, questo, spiedoso donati, cercate giornetta, vuol fare questa bella, portate soccorrere, sono senza non pensati. Desta
был отрывок из арии Джанни Скики из оперы Джанни Скики Джакомо Пучини в исполнении Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Сегодня, в Международный день музыки, мы пригласили к нам в студию Туяру Игоревну Пестрякову, генерального директора Государственной филармонии имени Галины Кривошапко. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляю вас с Днем музыки. Спасибо. И вот этот день, Международный день музыки, отмечают более чем в 100 странах мира. Да. Как он будет отмечаться у нас в Якутии? Какие у нас планы? Я прежде всего хочу от всей души поздравить наших коллег-музыкантов, которые посвятили свою жизнь такому прекрасному делу, наших ветеранов, корифеев сцены, музыкантов, вокалистов, инструменталистов, композиторов, музыковедов с таким прекрасным днем. Ну и также поздравляю наших слушателей, меломанов, которые с большим удовольствием приходят на концерты. Вот последние десятилетия действительно этот праздник отмечается очень широко. Во многих городах наши коллеги проводят концерты классической, академической музыки, где слушателям предоставляется возможность в таком разнообразии увидеть и услышать вот эти величайшие достижения человечества. И мы тоже в этот день традиционно открываем свой международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние». Ну а вот текущий год, 2020, он для нас особенный, потому что он юбилейный. Нам хоть и немного, но это наш первый серьезный юбилей. Мы открыли 10-й концертный сезон, вот 19 сентября, не так давно. И открываем свой 10-й юбилейный фестиваль «Северное сияние» торжественным концертом сегодня. 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 Вот давайте об этом расскажем. Где, во сколько, вот куда могут подойти или как, в каком ресурсе послушать любители музыки? Сегодня в зале Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина, это новый зал города Якутска, в 18:30 состоится концерт открытия фестиваля «Северное сияние». Будет выступать приглашенный солист филармонии Григорий Чернецов. Вот его Как вот раз выступление сегодня вот послушали, услышали, да? Он приглашенный солист нашей филармонии, а так он солист Академии молодых певцов Мариинского театра, наш земляк. Он ранее занимался в президентском хоре мальчиков. И симфонический оркестр «Симфоника Арктика» филармонии Якутии, дирижер Наталья Базылева. Вот наша филармония Якутии всегда славится очень интересными, необычными проектами. Что вы планируете еще? Ну, филармоническая деятельность, она, вы правильно отметили, очень разнообразная. Но хочу вот сразу сказать, что вот 11 октября состоится еще один очень интересный концерт. Он посвящен двум выдающимся юбилеям. Это 250-летие Бетховена, 180-летие Чайковского. Будет концерт симфонического оркестра. Дирижировать будет наш главный дирижер Фабио Мастранджело и два солиста. Приглашенный солист из Москвы Александр Рам, он лауреат международных конкурсов, виолончель. Ну а солист скрипки – это Ульяна Голикова, это прима нашего симфонического оркестра. Все такое интересно, прямо интригующе. Это такой я небольшой анонс, такое да? самое крупное назвала. А так, конечно, мы планируем концерты и хоровой музыки нашего замечательного хора, и концерт духового оркестра. Планируем, что и в Римско-католической церкви, где у нас орган, в такое вот непростое время. И вот пока у нас нет своего концертного зала, мы вот так вот кочуем по всему городу, вмещать информацию. Да. А расскажите о своем коллективе. Сколько человек у вас работает? Мы очень гордимся тем, что вот за такой короткий для истории человек все зависит от программы. Если большая, серьезная программа, таких крупные произведения, мы как бы приглашаем еще иных музыкантов. Да? Но мы стремимся к тому, чтобы наш оркестр имел возможность исполнять уже произведения школы музыки, поскольку именно они взращивают нам кадры. И наши самые теплые, искренние поздравления
педагогам, преподавателям, потому что не было бы высшей школы музыки, вот не было бы этого многолетнего, очень такого непростого труда, то наше существование практически было бы невозможным. Затем у нас есть симфонический хор, его состав тоже пока камерный, их 40 человек, но мы тоже вот ожидаем, что с вводом нового зала у нас будет более такой уже классический состав, и мы сможем исполнять более такие произведения, как оратории, кантаты и так далее. То, что вот пока нам сложновато, да. Наши зрители очень хорошо знают духовой оркестр, он, можно сказать, церемониальный, потому что очень многие торжественные мероприятия в нашей республике проходят в сопровождении живого духового оркестра. Это сразу придает такую торжественность, праздничность, такой особый такой статус. Ну и мы надеемся, что будет возможность и его чаще услышать, потому что, чтобы он звучал, нужны, конечно, такие залы большие, с хорошей акустикой, чтобы, не во всех залах мы его можем, к сожалению, показать. И ваши пожелания в этот Международный день музыки своим коллегам, вот перед концертом? Вот я еще чуть-чуть не договорила, да, вот у нас в Алдане есть свой филиал, Государственный концертный оркестр Якутии. Мы вот буквально на днях открыли там виртуальный концертный зал, ну и сегодня с НВК «Саха» совместный проект. Поздравляю всех с Днем музыки, приглашаю на наши концерты, берегите себя, ну а мы вас ждем с большим удовольствием. Спасибо большое, Тияра Игоревна. Мы вас поздравляем с началом юбилейного 10-го сезона. Спасибо. Пусть это будет только началом большого пути Якутской филармонии. Спасибо большое. Всего вам доброго. Еще раз поздравляем с Днем музыки. Спасибо. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. С начала открытия кинозалов мы уже успели посмотреть такие премьеры, как «Довод», фильм от Дисней «Мулан» и российскую мелодраму о спорте «Стрельцов». А сегодня посетители кинотеатров порадуют еще 2 новыми картинами. Подробности в нашей еженедельной рубрике «Киноафиша». Как вы там? Тут трясет. Что? Это не тряска. Представляем премьеры 1 октября, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена». Я могу еще прокатить. Покажу мертвую петлю. Все семьи странные. «Семейка Бигфутов» — это продолжение анимационного фильма «Стань легендой. Бигфут-младший». Какие планы? Линия одежды? Реклама кроссовок? Все семьи разные, но это самая разношерстная. Папа когда-то превратился в Бигфута, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных. Так еще и в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк. Огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей. Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда. Вместе. Семейка Бигфутов. Мы готовим блинчики. Давай. О, блин. Траппер. Я не виноват, что ты не ловец. В кинотеатрах с 1 октября. Якуту аллараңы жайттар ораллар эбетерсиилер. Сегодня, 1 октября, мы узнаем тайну. Тургун көлүнелерге берер кахтах. «Сеттах-Сир» 96-го года режиссера Элея Иванова рассказывается история коневода Егора и его семьи. Он с женой Анной и младенцем Аленой поселяются на незнакомом Аласе. Когда-то здесь жила другая семья. Из ее членов в живых осталась одна старуха Александра, соседка героев. Вскоре новоселов начинают мучить мистические ужасы. Александра рассказывает скептически настроенному Егору, что место, где они живут, проклятое. И в прошлом здесь камлали шаманы, чтобы не дать злу вырваться наружу. Если вы уже все подзабыли, картину можно посмотреть в сети бесплатно и в хорошем качестве. А в новом фильме Степана Бурнашова нас ждет продолжение этой истории. Прошло 23 года после тех событий. 23-летняя студентка Алена возвращается из Москвы в Якутск по звонку маминой подруги Светланы.
которая говорит, что вот уже 3 дня, как пропала мама Алены Анна. Алена обращается в полицию, и ей показывают распечатку, где указана последняя дата, когда Анна звонила в междугороднее такси. Полицейский добавляет, что, по словам таксиста, он увез женщину, похожую по описаниям, в деревню под названием Сымыр. Алена тут же решает поехать в эту деревню и просит отчима отвезти ее. Чем закончится эта история, узнаем уже сегодня. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. И на этом наш эфир подходит к концу. Всем хорошего дня. Я передаю слово своим коллегам Нюргуяне и Роману.